Коми-край располагается вдали от границ российского государства, но, несмотря на это, здесь существовали внутренние таможенные учреждения, история которых весьма увлекательна и интересна. В конце 15 века наш край входит в состав единого русского государства, поэтому таможенное дело начинает развиваться в русле таможенной политики великих московских князей. В XVI веке внешняя политика России усилилась. Тогда Коми находилась на одном из путей, который связывал русские земли с северо-западной Сибирью. В Коми активно начинает развиваться торговля. Благодаря этому в конце XVI века на территории края создается первая таможенная застава. Она появилась в самой северной части Коми, в Пустозерском остроге. Тогда через Пустозерск на ярмарке Московии отправлялась из Сибири пушнина, соленая и мороженая рыба, кедровый орех. Но целая сеть таможенных учреждений, пополнявших казну российского государства, появилась в крае в XVII-XVIII веках. Тогда в торговле лидировали продукция охотничьего и рыболовного промысла, продукты сельского хозяйства. Кроме этого, торговали в Москве, Архангельске, Вологде и Великом Устюге сереговской солью. Ношульские речные суда уходили в соседнюю Вятку. С верховьев Печоры вывозили точильные бруски. Взамен возилось и множество различных товаров. В Коми-край ввозился хлеб в зерне, муке и крупе и так далее, да? Потому что того, что производилось, не хватало. Дальше ввозились самые различные пищевые продукты, в том числе и первые конфеты, еще в 17 столетии. Ввозилась косметика, посуда. Ввозились сети рыболовные, неводы. Вот что меня удивило, на Печору, например, ввозилось их очень много. И там не сами плели сети, а покупными пользовались они. Ввозили в первую очередь мануфактурные вещи, то есть фабричного производства, ткани, металлические изделия, предметы быта, ну и различные редкости вроде чая, кофе, перца, сахара. На территории края проходило 19 ярмарок и торжков, они проходили в разное время в разных населенных пунктах. Можно среди них вспомнить Нёбдинскую ярмарку, Вашгородскую ярмарку, в Усть-Уме, в Усть-Цильме, то есть практически во всех крупных населенных пунктах так или иначе проходила торговля. Здесь же были созданы таможенные пункты для сбора торговых и проезжих пошлин для пополнения государственной казны. В больших торговых центрах имелись специальные помещения – лавки и амбары. Именно там проводилась торговля и взимались сборы. Условия продуктивной работы – это близость торговых путей, а также интенсивное и регулярное движение товаров по ним. Яринск, Ижма, Усть-Цильма, Туглин, Ужга, Удара, Ношуль. Таможенные пункты располагались по всей территории нынешней республики. Тщательно выбирали и работников таможни. Скажем, взимать пошлины мог только человек, владеющий грамотой. Но все же главным условием при выборе таможенного головы было его финансовое состояние. Ведь за работу жалований не платили. Как правило, сборы с торговцев собирали обеспеченные местные жители, купцы. Взято. Было несколько человек, и в округе, в Сысольской земле, было несколько богатых людей, тех, которые сами занимались торговлей. Вот среди них и шел, я не скажу, что конкурс, они, собственно говоря, замещали это по очереди, по 1-2 года. Вот. Почему? Потому что это была неоплачиваемая должность, это была служба государева. Поэтому это было достаточно накладно для предпринимателя. Он ничем не мог заниматься. В любой момент его могли призвать в таможню. Он всегда должен был отслеживать, как идет сбор таможенных пошлин. Ведь он отвечал своим имуществом. В таможенной избе служили 4 человека. Это таможенный бурмистр и 3 его помощника – целовальники. Этих людей выбирали всем городом и даже уездом. Они приносили присягу. Служили таможенники по совести, на доверии, за страх суда Божьего. Поэтому данный способ организации таможенной службы получил название верного. В случае недобора нужной суммы ответственность за недостачу нес таможенный голова. Был определенный оклад на такой-то год. Предположим, 1700 год, предположим, 100 рублей оклад.
То есть эти 100 рублей были собраны в предыдущем году. Меньше собрать таможенный бурмистр или целовальник или голова не могли. Если они собирали меньше, они должны были до 100 рублей доплатить из своих собственных средств. Если, например, 100 рублей, которые я назвал, надо было собрать, а он собрал, предположим, 98 рублей 95 копеек, то, естественно, 1 рубль 5 копеек он должен был уплатить. Но могли еще дополнительно сказать следующее. Пожалуйста, уплати не 100 рублей, а уплати 100 рублей 50 копеек. То есть, чтобы с прибылью все это дело было для государства, для государственной казны. Вот это было самое главное наказание. Если человек не мог расплатиться, платили его родственники. Если не могли расплатиться его родственники, платили его поручители. То есть государство все равно свое получало. К начислению и сбору таможенных платежей относились очень ответственно. Все действия фиксировались документально, вносились в соответствующую таможенную книгу. В книге фиксировался вес и количество товара, его качество, продажная или покупная цена. Особый документ выдавался и на руки продавцу. Для купца такая бумага служила доказательством уплаты пошлин и гарантировала защиту от необоснованных таможенных поборов. По досмотру явилось 3000 белки вешней до 1200 прелых зайчин. Ценою все меха по 3 рубля за 100. Всего на 100 на 26 рублев. С той цены по указу Его Величества пошлины по 5 рубля. 6 рублев копеек 30. Накладных по гривне с той цены. 60 до 3 копейки. Указанных на расходы троеденежных. 18 копеек с половиною. Итого 7 рублев 11 копеек с половиною. В конце 17 века закрывается древний торговый путь из центра России в Сибирь. Открывается новый, на юг. В связи с этим усиливается торговое движение по вычегде, Сысоле, Кельтни в Прикамье и Сибирь. Быстрый экономический рост Усть-Сысольска объяснялся удобным его расположением в устье реки Сысолы на пересечении 2 дорог, то есть водных путей. Усть-Сысольск еще в XVIII веке на заре своего основания был крупным торговым городом, в котором проходили знаменитые на весь северный край ярмарки. Сюда съезжались не только жители северных районов края, но и торговцы из Устюга, Сольвычегодска и других городов. Точная дата создания Усть-Сысольской таможни неизвестна, как нет точной информации о том, где стояло здание. По мнению историков, скорее всего, таможенная изба располагалась возле Рыночной площади и Троицкого собора. Внутреннее убранство здания было светлым и чистым. От печи в избе по диагонали находился красный угол, наиболее почитаемое место в доме. Там стояли иконы, стол и лавка. Рядом с зданием Усть-Сысольской таможни стояла питейная изба. Дело в том, что наряду с взиманием пошлин с торговых сделок бурмистры и целовальники собирали питейный сбор на казенных кружечных дворах. Ну, сказывайте, как идут дела на таможне, да в Царевом кабаке. Ларион! На сей день вина простого продано 700 ведр. 700 ведер? Воды в вино не мешал? Бог с вами, Афанасий Карпович. Сбор от кабака в казну 100 рублев до 47 копеек. Ладно, с окладом кубацким справляемся. Спаивают народ не зря. Люди, вот на Ударе, например, в 17 столетии был небольшой бунт, тогда, когда люди выступили против устройства государева кабака и говорили, мы лучше будем оброк платить в государеву казну, только уберите от нас кабак. Люди даже на это шли.
Все дело в том, что в начале XVIII века контроль реализации алкогольной продукции, можно так по-современному выразиться, находился в ведении таможенников. И как раз эти сборы приносили еще больше денег в казну государства, чем мен обычных товаров на ярмарке. В ООНовом служении государственную пользу тщательно остерегать. Этот камень был установлен в 2007 году на месте пересечения улиц Орджоникидзе и Кирова как дань уважения нынешних сотрудников таможни своим предшественникам. Усть-Сысольская таможня, как и остальные таможенные учреждения в Коми-крае, были закрыты в середине XVIII века. Они были упразднены для того, чтобы ускорить развитие экономики. Потому что существование таких внутренних таможен, оно очень сильно тормозило. Потому что, во-первых, было купцам невыгодно продавать товар. Они, соответственно, повышали все больше цены. Ну и, кроме того, невыгодно было просто ездить. Им было легче торговать в пределах одного своего небольшого региона. То есть общая российская торговля была развита слабо. Таможенная история Коми-края продолжается и сегодня. 25 лет назад Сыктывкарская таможня обрела второе дыхание. За столетия в службе многое изменилось, но неизменными остаются традиции, верность долгу и государству.